Аномальная жара этим летом доставила немало проблем фермерам и огородникам. Артур М. владеет собственным крестьянским хозяйством. Малое количество осадков и палящее солнце могут лишить его ценного урожая в этом году. Ну, справляться, да, у нас выхода нет. Вот, в этом году очень жарко, поэтому нам приходится очень много поливать. Значит, от этого зависит наш будущий урожай. Да, кто справится с этой задачей, ну, тот, значит, получит урожай. Вот, а кто не справится, значит, потеряет урожай. У нас просто нет выхода. Буквально за месяц теплового удара в Якутске пострадали 14 человек. Медики отмечают, больше всех риску подвергаются пожилые, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дети. В такую погоду врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Прежде всего, это все-таки соблюдать режим питья, питьевой режим. Обязательно ношение головных уборов. Одежда должна быть просторной, легко дышащей, вообще пропускающей воздух. И если вы выходите в такую погоду на улицу, то лучше всего все-таки носить с собой фильтрующие маски и желательно, конечно, увлажненные. Засуху, возникающую вследствие отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой, принято назвать атмосферной. Это крайне опасное природное явление, которое грозит лесными пожарами, пересыханием рек и озер. Такая погода может оказаться на руку лишь заготовщикам сена. В центральных районах уже приступили к сенокосу. Осадки у нас рассчитываются с вероятностью выпадения их 70-80%. На большие дожди рассчитывать не приходится. Поэтому у нас дневная температура по расчетам будет в районе 30-32. Температура воды, рек и озер также поднимется. Ближайшие водоемы станут пристанищем для большинства горожан. Сотрудники ГИМС и службы спасения призывают население соблюдать правила безопасности и не выезжать на дикие пляжи. По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится до конца июля. Уже в воскресенье и понедельник нас ожидают небольшие осадки, и затем жара постепенно спадет. Владимир Сузолов, Иван Максимов, Вести, Якутск.